Женитьба – это потребность всех людей. Но пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, ввел в женитьбу сунну, этику, особые смыслы. При выполнении супругами всех необходимых условий их брак станет приятным, красивым, добрым, приносящим человеку пользу в обоих мирах. Целей женитьбы у людей много. Каждый желает жениться из личной цели, но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, эти цели и намерения возвел на очень высокий уровень. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, установил связь между собой и нами посредством женитьбы. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Женитесь и размножайтесь, ибо в судный день я буду гордиться вашей многочисленностью перед другими общинами». Представьте себе, когда ты женишься, станешь причиной умножения количества общины Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ты станешь источником радости и одной из причин гордости пророка, саллаллаху алейхи вассалям, перед другими общинами в судный день. Самая большая цель брака – это защита. Когда ты вступаешь в брак, то хранишь свое целомудрие и целомудрие мусульман. По сравнению с другими целями, эта цель самая большая и важная, поскольку она улучшает умму и отдаляет большие беды, на которые жалуется мусульманское общество. Одним из самых важных аспектов женитьбы, от которого зависит вечное счастье человека, считается выбор спутника жизни. Этот выбор очень серьезен для каждого молодого человека. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал ценные советы и указания по этому поводу. Обрати на них внимание. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: смысл: на женщине женится из 4 причин: имущества, знатности, красоты и религии. Ищи же ту, которая является религиозной, и будет в этом благодать. Мужчина иногда женится из-за красоты девушки, а красота уходит. Женится из-за ее знатности, но и знатность может уйти, и девушка даже может оказаться в приниженном положении. Женится из-за имущества, а потом и сам, и его супруга могут стать нуждающимися. Однако в религиозности заключается благодать для человека. Как-то раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: смысл: остерегайтесь зеленого дерева, выросшего на навозе. А как это, о посланник Аллаха? Спросили сподвижники. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: это красивая девушка, которую плохо воспитали. К примеру, дерево зеленое, но внутри, посередине, гнилое. Также девушка внешне красивая, но воспитание у нее плохое и плохой нрав. Нужно обратить на это внимание. Другой момент, относящийся к девушке, это ее выбор будущего супруга. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда к вам придет человек, чьей религиозностью и нравом вы довольны, то выдавайте за него ваших дочерей. Если он религиозный, благонравный, верный, не нарушает твои права, боится Аллаха в отношении тебя, то выходи за него. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал об этом очень важные слова, к которым каждый должен прислушиваться. Если вы так не сделаете, то появится большая смута на земле. Мы знаем смысл этих слов, знаем, о какой большой смуте идет речь. А в чем ее причина? В игнорировании того, что имеет большое значение при выборе спутника. Осознавать важность выбора спутника жизни необходимо как парням, так и девушкам. Важным аспектом, когда сватают девушку, считается смотреть на нее, на лицо и кисти рук в присутствии ее семьи. В этом взгляде есть тайна. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда пожелаешь жениться, посмотри на нее, это пробудит любовь между вами. Этот взгляд определяет выбор по воле Аллаха. В сердце появится либо согласие, либо отказ. Требование большого приданного создает людям немалые проблемы. Многие парни обеспокоены, девушка обеспокоена, мать обеспокоена, семья девушки обеспокоена. Почему вы все обеспокоены? Это удивительное дело. Все обеспокоены, а сами целенаправленно постоянствуют в этом. Человек обязательно должен знать, что дочь не продают. И если даже оценить дочь, то никакое имущество этого мира не сравнится с нею.
Если есть подходящий мужчина, зачем много имущества? Я желаю для дочери счастья, а счастье не заключено в деньгах. Счастье, когда этот мужчина уважает мою дочь, живет, почитая ее и проявляя заботу о ней. Проводить свадьбу является сунной. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время каждой женитьбы делал угощения по мере своих возможностей, приглашал своих сподвижников, иногда зарезав одного барана, иногда и больше, а когда не было возможности зарезать даже одного барана, угощал пшеницей, финиками. Когда нас приглашают на свадьбу, нужно ответить на приглашение, пойти на свадьбу и радоваться радости брата по вере, поздравить молодоженов и их родителей, сделать за них дуа. Мольба для молодоженов от посланника, саллаллаху алейхи вассалям, является очень важной. Пророк, алейхиссаляту вассалям, говорил: «О Аллах, ниспошли на них баракат и даруй им праведное потомство». Эту мольбу он прочитал за кого? За Фатиму, жену имама Али. В день бракосочетания необходимо, чтобы рядом с женихом был отец или старший брат, а с невестой ее мать или другая близкая родственница, чтобы они сделали им важные наставления, в которых они нуждаются в этот день. Это ночь, во время которой впервые уединяются молодые. Первый час этой ночи очень красивый, счастливый, радостный. И в это время осуществляются две важные сунны. Мужчина не должен об этом забывать. Многие люди в это время забывают все, но умный парень помнит эти две важные сунны. Первая сунна – совершение 2 ракатов хвалы Всевышнему Аллаху. Не забывай Аллаха, эта свадьба была по Его милости, так соверши 2 раката хвалы. И вторая сунна – когда убирают завесу с лица жены, следует положить руку ей на лоб и прочитать: «О Аллах, сделай ее благой и благодатной». Сильная связь между нами и пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, нам сказал: «Никах – это моя сунна. Кто отказался от моей сунны, тот не из моей общины». Если ты из умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, из числа следующих ему, то будешь старательным в заключении брака и создании чистой семьи, будешь из числа особенных людей, отмеченным Аллахом в Коране. Скажи: «О Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».